Широкая и величавая, бескрайняя и необозримая, великая степь, раскинувшаяся на миллионах квадратных километров, веками являлась оплотом кочевого макрокосмоса. Огромный степной океан, ставший домом для многочисленных казахских племен, обладал непростым характером. Степь хоть и была самобытна в своей величественной холодной красоте, но все же идеальным местом обитания для людей ее сложно было назвать. Для оседлости она не подходила, а вот кочевники к ней вполне успешно приспособились. Однако кочевой образ жизни все же накладывал свой отпечаток на быт кочевников, и в частности на жилье. Жилища казахов были одновременно и прочными, и теплыми, и мобильными. Все эти необходимые для кочевой жизни условия гармонично и в полной мере совмещались в одной лишь юрте – микрокосмосе кочевника, его маленькой вселенной. Здесь возникает вопрос, почему наши прародители жили именно в такого рода жилище? Ответ прост и очевиден. У них было много скота, а скотине нужен был корм. Поэтому казахам приходилось кочевать с одного пастбища на другое. Под стать такому кочевому укладу жизни было и жилье. Юрта имела множество плюсов. Она не пропускала влагу и холод, и как бы ни было морозно и дождливо снаружи, в юрте всегда было тепло и сухо, потому что основной материал юрты – войлок, обладал всеми необходимыми качествами. Юрта. На казахском языке это звучит как киез-үй. Основное жилище жителей Центральной и Средней Азии. Если говорить точнее, основное жилище кочевых тюрков. Юрта очень удобна для такого кочевого образа жизни. Она легко собирается и легко разбирается. Большая часть жизни кочевников проходила в его микрокосмосе – юрте. Это было место, объединяющее человека с остальной вселенной. Она же была показателем искусства и духовности. Кстати, с точки зрения духовности, юрта была не просто жильем. Это была точка соприкосновения с древним миром предков. Она же оберегала казахов от всего дурного. Юрта была